Готовы? Контакт. Салам алейкум, хурматле милләттәштәр, һаумы дуттар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Прежде чем мы начнем вместе обсуждать видео, которое вы только что посмотрели, я хотел бы, скажем так, коротко пробежаться по последним событиям, которые связаны с русской общиной и которые произошли за последние дни в России. Итак, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Сургутском районе, город Сургут, да, в поселке Федоровский, русская община схлестнулась с ногайской общиной. Правда, они называют ее не общиной, а диаспорой. Я напомню, что ногайцы – это такой же народ, как и русские, которые проживают в Российской Федерации и имеют право жить где угодно, в любой точке России. Поэтому, конечно же, они никакая не диаспора, они такие же граждане этой страны. Так вот, русской общине не понравилось то, что ногайцы на своих машинах наклеивают наклейки с надписью там, «Ногайцы», там, на своем родном языке что-то написано. Им это не понравилось, они потребовали отклеить эти наклейки. Ногайцы, конечно же, были против. И дело дошло там до конфликта, но, к счастью, дело дошло до словесного конфликта. Встретились две группы людей, ногайцы и русские из русской общины. Поговорили, выяснили отношения, но дальше не стало развиваться. К счастью, еще раз говорю. Но не все так гладко произошло уже во Владимирской области, в городе Камешково, где более 10 человек русских националистов с кастетами, дубинками, с ножами напали на 3 ингушей с криками «Чурки, убирайтесь отсюда, что вы здесь делаете?». Молодцы, ингуши молодцы, начали защищаться против такой толпы, но вовремя успели, скажем так, забежать в дом, иначе бы, там их просто зарезали бы русские. То же самое. Ингуши это не какие-то мигранты, не приехали из России, там, из других стран. Нет, это граждане Российской Федерации, которые имеют право жить где угодно, в любом городе Российской Федерации. Будь то город Орел, Тула, Астрахань, Сургут и так далее. В любом городе. Москва, Санкт-Петербург. И третий случай. В Ленинградской области, в городе Всеволожск, члены русской общины ворвались в квартиру, избили хозяина квартиры, убили друга хозяина квартиры, армянина по национальности, и сожгли квартиру. Также то ли выбросилась, сама выпрыгнула из окна, то ли выкинули девушку, подружку вот этого армянина, которого убили русские. Но в итоге девушку нашли под окнами с переломанным позвоночником. Было возбуждено уголовное дело убийство по неосторожности. Русская община тут же начала открещиваться и говорить, что нет, нас там не было. Это не мы вообще. Но камеры видеонаблюдения четко зафиксировали людей в масках с наклейкой «Русская община». В итоге русская община потом призналась, что да, действительно, это были наши, но на самом деле все было не так. Мол, никого мы не убивали, не избивали, не сжигали никакую квартиру. Армянин сам себя убил, видать, наверное, попрыгал, наверное, на ноже, да, 15 раз. Сам сжег свою квартиру и сам, наверное, выбросил девушку из окна. Наверное, так, потому что дело было возбуждено, как я сказал, убийство по неосторожности, а все представители вот этой русской общины, которые там участвовали, все они были отпущены, все они гуляют на свободе и являются свидетелями. Вот. Так вот, переходя к нашему видео, вот эти ребята, которые сейчас по всей России организовывают ячейки русской общины, открываются все новые и новые ячейки. И если дело начиналось с мигрантов, дело начиналось с того, что они там якобы были недовольны, что мигрантов становится там из Центральной Азии, из Кавказа становится очень много, вот, и они
борется с засилием мигрантов. На самом деле, конечно же, это не главная цель. Главная цель вообще все не русское, с чем они собираются бороться, и все не православное, то есть против мусульман настроения вот в этой русской общине такие. Теперь, переходя вот к этому видео, это Республика Башкортостан, город Уфа. Как мы видим, люди в масках, достаточно большое количество, что-то около 20-30 человек в масках с автоматами готовятся. К чему готовятся, не знаю. Но я сейчас попозже вам, скажем, расскажу, что я думаю по этому поводу. Но явно, что эти ребята готовятся стрелять, отрабатывают тактику ведения боя. Помимо этого, уже неоднократно были видео, где они отрабатывают тактику ножевого боя, каких-то единоборств и так далее. У них есть спортзалы, у них есть. Это русская община Республики Башкортостан, точнее города Уфы. Так вот, они давно уже открыто себя, ну как давно, вот несколько лет, около года, 2 лет, начали себя так чувствовать как хозяева, начали проходить с русскими маршами по Уфе, с криками «России для русских». Они вместе с силовиками Республики Башкортостан, сами по себе они, конечно же, трусливые, так вот, но вместе с силовиками они чувствуют себя очень храбро, врываются в местные ночные там клубы, вытаскивают оттуда всех нерусских, врывается там в кафе, ложат всех нерусских на пол, врывается в мечети, как это было недавно в поселке Миловка, да, города Уфы. Вот, вместе с силовиками они себя чувствуют защищенно. То есть силовики стоят рядом с оружием, а эти вот в масках лица свои не открывают, потому что боятся, в масках бегают вот и шестерят. Вот так вот. Сейчас вот они тренируются. Поддерживает их, то есть почему они себя так уверенно чувствуют? Ну, во-первых, так как у них по всей России, да, очень много общин, да, ячеек вот этой организации, и поддерживают их на государственном уровне глава Следственного комитета открыто, да, Бастрыкин, Александр Бастрыкин, он их открыто поддерживает. Но помимо этого там у них много какой поддержки, там и в Госдуме, да, многие чиновники из кремлевской верхушки, и православный олигарх Малафеев их поддерживает. Но в Республике Башкортостан у русской общины именно Республики Башкортостан, города Уфы, у них поддержка тоже на самом высоком уровне. Их поддерживает премьер-министр Республики Башкортостан, глава правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. Человек, который был в свое время по молодости осужден за изнасилование, за групповое изнасилование башкирки. Сейчас вот человек этот дорос до чиновника 2-го уровня, да, то есть второй человек в Республике Башкортостан имеется в виду, после Ради Хабирова. Этот человек не просто высокий чиновник, он еще очень богатый. Андрей Назаров очень богатый, входит в Forbes 100, по списку Forbes в число 100 богатейших людей России. Очень богатый человек, поэтому он спонсирует эту русскую общину. Он оплачивает им спортзалы, аренду спортзалов, покупает им инвентарь, то же самое оружие покупает, он платит зарплаты руководителям, да, вот этой вот русской общины Республики Башкортостан, организовывает им какие-то либо мероприятия и так далее, и так далее. То есть спонсирует их на самом высоком уровне. А Ради Хабиров, глава Республики Башкортостан, делает вид, что ничего не происходит. Трус и чмо конченое. Делает вид, что все нормально в Республике Башкортостан. Всегда каждое свое выступление начинает, что мы многонациональный народ Республики Башкортостан, что у нас все хорошо, что у нас все в порядке. У нас дружба народов, русские и башкиры, мы все дружим друг с другом. Вот. Трусливый. Что он трусливый, что его замы, там Бадранов, да, Кельсинбаев, такие же трусливые. Что Всемирный Курултай Башкир, наш организация, провластная организация Башкир, тоже самое трусливое. Никогда в своих речах она ни слова не говорит о русской общине, которая, как я скажу, набирает с каждым разом силу. И вот это видео, которое они выложили на своих официальных страницах, это же не просто какое-то, скажем так, внутреннее видео. Нет. Это видео они сделали специально показать всем, как они тренируются, как они готовятся. Но к чему они готовятся?
Явно они не готовятся к войне в Украине, они не собираются туда ехать, потому что, я еще раз говорю, это трусливые людишки, которые боятся ехать на войну в Украину, потому что прекрасно знают, что украинцы их очень быстро отправят назад, либо в черных мешках, либо с самоварами, без рук, без ног. Вот. Нет, они не собираются туда ехать, они собираются здесь жить и готовиться к тому, чтобы нагонять страх и ужас на местное население, на башкирское население. Ну, что это может быть? Ну, вот, допустим, сейчас назревает конфликт, идут протесты против разработки хребта Кырктау в Абзелиловском районе. Вновь все может закончиться так, как произошло на Куштау. И, конечно же, правительство Республики Башкортостан сейчас 100 раз подумает, прежде чем нагонять туда ОМОН, Росгвардию, чтобы не повторились Куштау события, не повторились баймакские события, потому что в третий раз там, ну, наверное, с Москвы точно им прилетит сильно. Поэтому они готовят вот таких вот русской общины, которая приедет и будет разгонять башкир с автоматами, возможно, там, да, с ножами, с дубинками, с кастетами, как они умеют. Да. Вот. Либо это может что быть? Вот сейчас готовится ликвидация национальных республик. Скорее всего, в ближайшие несколько лет эта операция начнется. И, конечно же, местное население, государствообразующий народ, коренное население будет против. Будут протесты, большие протесты. Кто будет подавлять эти протесты? Полиция. Но в самой полиции очень много представителей коренного населения. Ну, допустим, в Республике Башкортостан очень много полиции, сами башкиры, которые навряд ли пойдут против своих родителей, против своих братьев, против своих друзей, одноклассников. Нет. Но будут применяться вот такие вот русские молодчики из русской общины, которые будут разгонять людей, бить, избивать, убивать, если надо. Вот для чего они готовятся. Или они готовятся к тому, точнее не или, а и. Они готовятся к тому, что когда наступит час X, точнее, когда режим Путина рухнет, и национальные республики, национальные движения заявят о своих правах, о том, что мы больше не хотим оставаться в составе России, мы хотим жить независимо, свободно в своих национальных государствах, вот эти вот русские общины будут готовы убивать, нагонять жути, разгонять людей, кто будет объединяться, да, для того, чтобы эти национальные республики остались в составе империи. Вот для чего вот эти нужны. Кстати, подавление первой революции 1905 года очень активно сыграли именно черносотенцы. Они подавляли массово народ. Избивали, убивали. Поэтому все повторяется, и вот эти русские общинники готовятся. Именно к этому готовятся. С оружием в руках, как мы видим. Ножевые бои проводят. Тренируются усиленно. Они же не просто для своей души все это делают, да, вот я хочу просто, как в тир там люди ходят стрелять, да, просто для себя, да, для своей души. Нет, конечно, они в масках стреляют, готовятся к тому, чтобы подавлять, избивать, если надо будет и убивать нерусских, мусульман и так далее. И когда нам говорят, что вот в Республике Башкортостан, это многонациональная республика, где все как бы дружат между собой, особенно русские и башкиры там, да. Но маленький пример вам. На самом деле это не так, глубоко не так. И межнациональные отношения в Республике Башкортостан очень и очень напряженные. Достаточно малейшей искры, чтобы все вспыхнуло. Маленький пример. У нас в Уфе на набережной реки Агидель построили площадь. И ВКонтакте в одной из групп города Уфы, которая относится к администрации, они начали голосование за название этой площади. Там было с десяток названий, но вперед вырвались два названия. Первое — это башкирское название Агидель Майданы. Переводится как, ну так она и переводится как площадь реки Агидель. Вот, площадь набережной реки Агидель на башкирском языке. За нее в основном голосовали башкиры и татары. И, конечно же, она, так как башкиры и татары в общей сложности 2/3 населения, она, конечно же, вырвалась вперед. Второе название, которое тоже набрало достаточно много голосов, это название Троицкое. Что это за название вообще? Это когда-то вот на том самом месте, все это место называлось Троицкое
на том самом месте стояла церковь. Там, в общем, такой холм, на этом есть у нас, да, вот возле этой площади есть холм, на этом холме стоит монумент дружбы. Сегодня стоит, его построили при Советском Союзе, монумент дружбы между башкирским и русским народом, так он называется, да. Вот. Но этот монумент дружбы его построили в насмешку, да, над башкирами. Почему в насмешку? То история этого холма состоит в том, что на этом холме когда-то располагалась церковь, так называемая Троицкая церковь. И ну, это такой достаточно большой был комплекс, где окруженный там, да, забором. И в этом комплексе была и тюрьма, где содержались башкиры. Башкиры, которые поднимали восстание против империи, боролись против империи. И там же было лобное место, место казни, место пыток, где башкир пытали, секли плетьми. Кстати, Салавата Юлаева тоже там секли плетьми, вырывали им ноздри, отрезали уши, выжигали на лбу каленым железом буквы В, вор, Б, бунтовщик, И, изменник, четвертовали, отрубали голову, подвешивали за ребра, сажали на кол. Вот на этой горе, вот в этой Троицкой церкви, на ее территории все это происходило. И вот в честь вот этой Троицкой церкви русские националисты сегодня хотят назвать эту площадь. Якобы нужно вернуть историческое название. И, конечно же, под вот этим голосованием в комментариях там, ну, разразилась самая настоящая война между башкирами и русскими. И вот там можно было много услышать друг о друге хорошего. Русские, как только там не называли башкир, и узкоглазые, чурки, ваххабиты, сепаратисты, грязные, там, животные, еще как мы вас, русские, всему научили, вы там ничего не умеете, мы вам все построили, мы вам все дали, вот, мы великий народ с великой культурой, мы непобедимый народ и так далее, и так далее. Вот это вот они там писали. И вот только из-за одного вот этого голосования, кстати, к счастью, победил название Агидель Майданы, потому что русские, когда увидели, что проигрывают, обратились к своим друзьям, к своим соратникам из других городов России с призывом поддержать их. Тут же такие лидеры русских националистов, как Холмогоров, как Макс Дивнич, у которого, кстати, в Телеграме 500 тысяч подписчиков, написали в своих посты, что давайте поддержим название Троицкое, вот в Уфе идет голосование. И тут же ну, произошла очень быстрая накрутка, да, за вариант Троицкой. Конечно же, те, кто устраивал это голосование, это поняли, что что-то не так, закрыли голосование. Потом заново, когда произошло переголосование, вариант Агидель Майданы победил, уверенно победил. Вот. И опять русским это не понравилось, они опять обвинили тут администрацию Уфы, что вот вы потакаете башкирским националистам, что на самом деле мы русские, да, у нас здесь все должно быть на русском и так далее. Вот этот маленький пример говорит о том, что нету на самом деле никакой дружбы многонациональной в Республике Башкортостан. На самом деле очень серьезное напряжение и достаточно одной маленькой искры. И эта искра рано или поздно произойдет. И глядя на то, как сегодня и русские к ней готовы, к этой искре, они сегодня готовятся, вооружены, тренируются, а башкиры нет. Так вот я призываю башкир вооружаться. Возможно, вы к этому несерьезно относитесь, но посмотрите на это видео. Это же видео специально сделано для вас, чтобы вы видели и боялись. Пока есть возможность покупать легальное оружие, покупайте, вооружайтесь, готовьтесь, тренируйтесь, объединяйтесь, ходите в спортзалы, ходите на секции. Когда вам будут говорить, почему вы объединяетесь, вот, башкиры между собой по национальному признаку, отвечайте, почему нет. Русские же могут, вот русская община объединяется по национальному признаку по всей России. Почему мы не можем в Республике Башкортостан на своей родине объединяться вот по национальному признаку, как башкиры? Все. Поэтому пока русские, да, дают возможность вам, показывают, что вот они готовы к войне, но к войне, еще раз говорю, не к той, которая настоящая война идет. Они туда боятся ехать, они готовы к внутренней войне. С кем? Против кого они сегодня выступают? Против нерусских, против мусульман. Вот. А мы кто, башкиры? Мы не русские, мы мусульмане. Поэтому рано или поздно они придут к нам. И чтобы защитить себя и свои семьи, своих жен, своих матерей, своих детей,
Вы должны быть готовы к тому, что придется защищаться и с оружием в руках. Одними кулаками вы их не остановите. И, конечно же, это не касается всего русского населения. Многие русские на самом деле не такие. Многие русские, живущие в Башкортостане, нормальный действительно народ. Но многие также русские и действительно имперцы, которые ненавидят все башкирское, которые ненавидят нашего национального героя Салавата Юлаева, ненавидят нашего героя Заки Валиди и вообще всех тех, кто выступал за права башкирского народа. И к ничему хорошему это не приведет. Республика Башкортостан должна жить независимо. Те русские, которые захотят жить в независимом государстве Башкортостан, милости просим, живите, наслаждайтесь, радуйтесь. Но те русские, которые не хотят, чтобы Башкортостан стал независимым государством, чтобы башкирский народ был свободным народом, уезжайте из Республики Башкортостан по-хорошему. Потому что когда наступит час X, и когда начнется вот эта вся заварушка, я думаю, что вам всем не поздоровится, как бы вы ни тренировались. На этом все. Хау булыгыз, хурмәтле башкорттар, милләттәштәр, друзья. Всем мира. Надеюсь, что Башкортостан станет независимым государством без какого-либо конфликта и кровопролития. Что вот эти трусливые собаки из русской общины просто быстро убегут из Республики Башкортостан в свои русские территории, а у нас останутся нормальные русские, которые захотят жить в свободном, процветающем, демократическом государстве под названием Башкортостан. Хау булыгыз.